Здравствуйте, уважаемые члены рабочей группы. Прежде всего, разрешите вас всех поблагодарить за активное участие, за ваши предложения, которые вы вносили в администрацию и в госорганы по проекту закона о СМИ. Как вы правильно заметили, в средствах массовой информации это уже 5-й вариант проекта закона. Мы старались по максимуму, по возможности учесть ваши замечания, предложения, в том числе по последним замечаниям. Я, наверное, подробно еще остановлюсь на тех статьях, которые были исключены, да, те нормы, которые мы согласились с представителем рабочей группы из числа средств массовой информации. Ну, прежде всего, нужно сказать о тех изменениях, да, вот, которые мы в последнем варианте, если вы не против. После ваших предложений, в частности, ну, я хотел сказать, вот, прежде всего, сразу обговорить. Действительно, вчера нами данный проект закона был выставлен на общественное обсуждение на едином портале Қоғамдық талқу Кабинета министров. Однако, как вы все знаете, по соответствии с законодательством, а именно законом о нормативно-правовых актах, законодательство позволяет в течение месяца еще вносить предложения и замечания и дорабатывать проект закона по итогам общественного обсуждения. То есть даже если срок действия нашей рабочей группы истек, это не лишает нас всех права продолжать вносить предложения. Контактные данные указаны на едином портале Қоғамдық талқу, там электронно можете вносить предложения. Итоговый вариант все равно будет по истечении месяца. Это еще не окончательный вариант. Теперь, то, что касается ваших предложений, которые мы постарались учесть. Хорошо, пожалуйста, да, конечно. Здравствуйте, участницы и участники сегодняшнего заседания. На самом деле мы бы хотели, прежде чем начать, я думала, вы будете вводную часть чуть больше говорить, потому что вопросов очень много именно к тому, кто мы сейчас здесь на этом заседании, в качестве кого мы здесь сидим. И хотелось бы первый вопрос задать, продлена ли работа рабочей группы, потому что, как вы правильно отметили, работа рабочей группы была завершена вчера согласно указу президента. Это первое. И второе, мы бы хотели узнать статус сегодняшнего заседания, в качестве кого мы здесь сидящие находимся на этом заседании. И третий вопрос, вы отметили, что 15 числа вы отправили проект закона, 5-й вариант проекта закона на общественное обсуждение. Тогда мы бы хотели узнать статус этого документа. Согласован ли этот документ всеми членами рабочей группы, или же можно считать, что этот документ исходит только от администрации президента? Прежде всего, действительно, срок работы нашей рабочей группы истек. Вы знаете, мы уже один раз продлевали срок действия этой группы. Пока на сегодняшний день срок действия не был продлен. То есть он истек 15 числа. Но мы здесь все равно собрались как рабочая группа, как граждане, как активные участники этого процесса. Хотел бы сказать, что, вот как я до этого отметил, на этом все равно процесс не заканчивается. Почему мы выставили на общественное обсуждение? Потому что срок действия рабочей группы истекал, и этот продукт нужно было выставить на общественное обсуждение. Но он был на основе ваших предложений и наших предложений совместных, получается. Где-то учли, где-то не учли. Постарались по максимуму, конечно, учесть. Но есть отдельные моменты, вот в части касается регистрации интернет-изданий в качестве СМИ.
и они остались и как прежде, да, изначально. Но я хочу бы сказать, что наша работа на протяжении вот этих месяцев, 3 или 4 месяца, я могу сказать, что она все равно была плодотворной, потому что данный проект закона, он значительно отличается от тех вариантов, которые были в начале. Существенные моменты, нормы были убраны, вот то же самое по блогерам и так далее. И сейчас вот я где подробно остановлюсь потом. Какой статус нынешнего заседания? Мы здесь не как члены рабочей группы, получается, сидим, а как граждане, да, вы сами сейчас сказали? Ну, просто как активные граждане? Формально. Не формально, юридически. Юридически, да. Да. В связи с тем, что срок действия рабочей группы истек, предусмотрен распоряжением, и пока не продлен, получается, что мы сейчас как граждане, да, но мы на протяжении 3-4 месяцев вместе работали в этой работе. Я просто поясню, почему этот вопрос. Вот ваш помощник Акылбек сказал, что мы сюда собираемся как члены рабочей группы для постатейного обсуждения, и чтобы... Я закончу, да, вопрос? И чтобы мы доработали этот закон действительно вместе. Но получается, что вы поставили специально заседание для постатейного обсуждения на 16 число, когда 15-го полномочия рабочей группы истекли. Я этот вопрос Акылбеку задал, он его благополучно промолчал. Он в течение последних всех месяцев, все вы молчите, не отвечаете на наши предложения, да? И поэтому хотелось бы сказать, почему постатейное обсуждение не было инициировано тогда, когда рабочая группа еще была юридически в полномочиях? Не запрещает провести постатейное обсуждение и учесть ваши замечания в случае необходимости. Алмаз, вы же юрист, главный юрист страны, вы же понимаете, что члены рабочей группы, если у них срок действия истек, если мы не смогли свои предложения постатейно обсудить и внести, мы сейчас уже не можем, как члены рабочей группы. Это же нелегитимно, первое. И второе, почему постатейное обсуждение не было поставлено, а было достаточно времени до 15 мая? Дело в том, что с нашей стороны мы тоже по вашим предложениям очень подробно, детально отрабатывали со всех сторон. Вы, если обратите внимание, там есть изменения не только по вашим предложениям, есть и наши предложения, где мы там госорган, например, Минцифры подключили к вопросу не только Министерства юстиции. Другие есть моменты. То есть это тоже занимало время. Но я не считаю, что мы сейчас занимаемся чем-то противозаконным. Мы даже как граждане можем сесть, обсудить и постатейно выслушать всех, как бы юридически даже уже бывших членов рабочей группы, в том числе и меня, например. Хорошо. И на основе закона о нормативно-правовых актах мы готовы по истечении месяца еще раз дорабатывать проект закона, если будут конструктивные предложения. Спасибо. А тогда вопрос, а как мы сегодняшнее заседание юридически оформим? Что это будет, если мы уже не члены рабочей группы? Но юридически, к сожалению, мы оформить не сможем. И еще один вопрос. Вот если документ, где написано, что этот вариант законопроекта, который вы выставили на общественное обсуждение, он согласован со всеми членами рабочей группы? Нет, такого документа нет. Но однако он был выработан на основе в том числе последних предложений всех членов рабочей группы. Смотрите, Алмаз, мы с вами юристы, да, вы юрист, я юрист. Мы знаем, что можно говорить, а все надо основывать на документах. Вот если документ, где мы, как члены рабочей группы, представители СМИ, говорим, да, это согласованный вариант, где вы учли наши предложения. Если такого документа нет, сделаем вывод, что это документ исключительно продукт администрации президента. Нет, правильно? Юридически. Нет, такого документа нет. Но я хочу вам сказать, не во всех рабочих группах обязательно итоговый документ должен быть запарафирован, каждый лист всеми членами рабочей группы. Нет, не каждый лист, но законопроект же должен быть утвержден всеми членами рабочей группы. Но... Если даже один член отказывается, делается пометка, да, я не согласен. А здесь вообще нет документа, что это согласованный нет, вариант. это правда. Вот в последнем варианте, вот вы говорите, что он согласован, появились нормы, которые вообще не обсуждались в рабочей группе, никем из членов рабочей группы не предлагались, и нигде они не были зафиксированы. И после этого говорить о том, что это был согласованный вариант с нами, я думаю, это абсурд, извините. Да, и вот... Раз. Ага. Алмаз, вот дело в том, что когда мы были официально в статусе членов рабочей группы, вы наши замечания практически на 95% не учитывали.
И если мы сегодня будем обсуждать, ну, каким образом вы их будете учитывать? Конечно, нет. Мы их просто подадим согласно процедурам вот на те контакты, которые указаны на сайте Комталко. Я так думаю. Вот у меня такой вопрос, да. Вы правы, Алмаз Асимович, мы всего встречаемся 3-й раз. И в 1-й раз за документом. Если вы заметили, то есть мы открыли в 1-й раз документ, и вы предлагаете сейчас рассмотреть по истечению сроков полномочий рабочей группы. Рабочая группа, да, легитимно была в течение практически 6 месяцев, да, полгода. Вот теперь у меня вопрос. Если мы встретились по факту за постатейным обсуждением в 1-й раз по истечению полугода, то за срыв деятельности рабочей группы, образованной не кем-то, да, а президентом страны, срыв рабочей группы, деятельности рабочей группы, вы соглашаетесь, что нужно постатейное обсуждение и приступаете к нему по истечению легитимности, да, то есть сроков. У меня вопрос. Кто-нибудь понесет ответственность за срыв рабочей группы, ее деятельности, образованной президентом страны? Прежде всего, насчет... я не согласился бы опять. Почему сегодня не присутствует председатель рабочей группы и не объясняет сложившуюся ситуацию? Мурат Хамидович, к сожалению, не смог принять участие. Сейчас проходит заседание Кабинета министров. Он принимает участие на заседании Кабинета министров. Я хотел бы еще раз отметить, что я не согласен, Нурбек, с вашим мнением, что был срыв и что мы постатейно сейчас обсуждаем и только предметно. Однако до этого мы, когда собирались тоже в этом зале, также были высказаны многие ваши замечания, предложения. Мы постарались тогда выслушать. Кроме того, на электронную почту в администрацию президента, вот нашим коллегам, поступали неоднократно ваши предложения. То есть 2 или 3 раза их можно тоже считать, что они были постатейными предложениями. Мы старались максимум их учесть. То есть и я в любом случае хотел бы поблагодарить членов рабочей группы со стороны СМИ, потому что проект закона, который был на входе изначально, и проект закона, вот этот 5-й вариант, он значительно отличается. И в том числе благодаря тому, что были учтены и ваши замечания тоже, да. Поэтому не стал бы говорить, что это исключительно продукт администрации президента, потому что те нормы, которые вы предлагали, мы включили в текст законопроекта тоже. Спасибо. Я не получил. Тем не менее, да, можно констатировать, что данный проект закона еще хуже, чем в первом варианте. Потому что все то, что было в первом варианте, осталось, и еще больше ухудшилось положение средств массовой информации. Вы сейчас даже аккредитацию, которая должна, по сути, быть привилегией, да, для обычного журналиста, то есть все журналисты имеют право присутствовать, к примеру, на заседании Джохор Кенеша, но вы даже эту аккредитацию привязали к только зарегистрированным средствам массовой информации. Вы указали, что практически все веб-сайты должны быть зарегистрированы в Министерстве цифрового развития или в Министерстве юстиции. Подождите, пожалуйста. Если сегодня стоит вопрос об экономии бюджета, вы 2 ведомствам одни и те же дублирующие функции предоставляете. И Министерству цифрового развития, и Министерству юстиции. Мы и так не договаривались. В 4-м варианте проекта закона, в 1-м варианте проекта закона не было Министерства цифрового развития. Почему в последнем варианте то, что мы не разговаривали, не было предметом обсуждения, не было в вашей редакции, вы уже в последнем варианте совсем другой проект закона нам предоставляете? Я хотел бы насчет Министерства цифровизации, Министерства юстиции ответить. В том числе, когда мы обсуждали проект закона, были отдельные
предложения и замечания со стороны Министерства юстиции, в том числе, что касающиеся, что отдельные полномочия не совсем, может быть, соответствуют природе Министерства юстиции. В связи с чем был проработан вопрос и в части, касающейся вот веб-сайтов регистрации как СМИ, было принято решение, что данным вопросом будет заниматься Министерство цифровизации в администрации президента. Ну, это как предложение. Сейчас этот документ все равно срок еще... истек, как мы можем но теперь документ, он еще не внесен, официально не инициирован в Джоркинеш. Его мы не можем считать официально проектом закона, пока он не был инициирован. Он находится на общественном обсуждении. Что касается наших замечаний, вот давайте на то пошло, если мы, получается, сейчас как-то говорим однобоко, что вот мы ничего не учли. Я хотел бы отметить вот последние ваши предложения, которые мы, например, учли. Что касается, если вы дадите мне минут 5-6 времени, я бы хотел бы... Я предлагаю это не делать, потому что нет легитимности этого заседания. Я предлагаю прекратить это. Нету смысла уже. Вы можете нам дать какую-то официальную туда бумагу, где вы продлеваете полномочия нашей группы? Вот после этого мы можем тогда обсуждать. Пока на сегодняшний день этой бумаги нет, поэтому... Ну, тогда я предлагаю, если такая будет, или в рамках общественного обсуждения, как граждане, но не в рамках сегодняшнего. И я совершенно согласен с коллегой, что произошел срыв работы администрации рабочей группы, созданной указом президента Садыра Джапарова, распоряжением президента Садыра Джапарова, да, 2 года назад на пресс-конференции, отвечая на наш вопрос, он сказал, что никакого закона, ухудшающего свободу слова в стране, принято не будет. И он создал рабочую группу в надежде, что мы совместными усилиями создадим такой закон, который будет, наоборот, укреплять и защищать свободу слова. Ну, на выходе, вы очень правильно, Алмаз Асимович, ответили, 5-й вариант закона отличается от 1-го, но не отметили, в какую сторону. По нашему личному мнению, в худшую сторону он отличается, потому что факты свидетельствуют, что добавился контролирующий орган Минцифры. Вы сами сказали, администрация президента в одностороннем порядке приняла, да? Аккредитацию вы сделали не привилегией, а обязаловкой, и наоборот, да, обязаловка для журналистов. И таких фактов много. Поэтому, ну, я же говорю, можно полемизировать сколько угодно. Мы нелегитимны, и давайте, да, проголосуем и все. Да. Если продлят рабочую группу, да, деятельность рабочей группы, если будет такой документ, Я. Что ты хочешь сказать? Ну скажи. Если... Мат, наверное. Тилекке каршы 6 айдан бери мынау формально 3-чү жолу жолугуп атабыз. По факту биринчи жолу, мындайча айтканда. Бирок 3-чү мына ушу биринчи жолугушубуз ошол жумушчу топтун ыйгарым укуктары бүткөндөн кийин, мына 16 майда бүгүн жолугуп атабыз. Өзү кече бүтүптүр биздин жумушчу топтун ыйгарым укуктары. Узартылган жок. Биздин сунуш пикирлер угулган жок. Жумушчу топ по факту экиге бөлүнүп, бул биз тараптан эмес, ушул башында эле администрация тарабынан экиге бөлүнүп калдык дагы. Анан алар мындай паритеттүү же болбосо ушундай бир тең укуктуулук сакталган жок. Бизге бир вариантты берет, биз бир нерселерди сунуштайбыз, ага биз өзүбүздүн сунуш пикирлерибизди толугу менен көрсөтөбүз дагы, анан кайтара алып бизге дагы бир вариантты берип кое берет дагы. Эмнеге сунуш пикирлер угузулган жок, эмнеге алынган жок, эч бир көрсөтпөй туруп эле бизге дагы бир варианттарды бере берди. Бул албетте бир жакшы жыйынтыкка алып келген жок. Акыркы 5-чи вариант өз билгениндей жазып, өзүнүн бир вариантын даярдап келишти. Биз тараптан бул макулдашылган эмес вариант. 4-чү варианттан кыйла башка варианттарга өтүп, башка одоно түрдө ушул чектөөлөргө алып келген бир вариант
алып келишиптир. Бирок бүгүн биз ыйгарым укуктарыбыз жок болгондугуна байланыштуу биз бүгүн отурууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Андан кийин дагы биз ушу эмнеге жумушчу топтун ыйгарым укуктары болуп атканда постатейный обсуждение болгон жок, буга ким жоопкерчиликти тартат десек дагы так жоопту ала алган жокпуз. Документ жок, документ болуш керек. Жумушчу топ иштеди, чогуу кол койдук, баарына макулдаштык, чогуу иштеп бир документти чыгардык деген документ жок. Демек, бул азыркы коомдук талкууга коюлган документ, мыйзам долбоору бул жалаң эле администрация президенттин администрациянын мыйзам долбоору деп эсептөөгө укуктуубуз. Айтсаңыз, бул документ негизи эле ЖМК тууралуу жаңы мыйзам өлкөдөгү сөз эркиндигин чектейт деген корутундуну бир катар көз карандысыз уюмдар чыгарып беришпедиби? Ошого сиз макулсузбу? Эгер макул болсоңуз, буга эмне деген жүйөлөр бар? Эң биринчи варианттан эле бул 95%га жана Орус Федерациянын мыйзамынан көчүрүлгөн болчу. Ошондо эле бир нече юристтер, укук коргоочулар айткан, ушул сөз эркиндигин басмырлоо, бөгөттөө, көз карандысыз медианы басмырлоо, бөгөттөө үчүн бул мыйзам болгондо. Бул биринчи вариант. Биринчи вариантына чейин, 5-чи вариантка чейин президенттик администрация бир тараптуу жумуш өткөрүп, андан бери дагы көбүрөөк басмырлаган мыйзамды азыр мына коомдук талкууга коюп атат. Ал жакта бир нече фактылар бар. Мисалы үчүн айтып кетсем, ар бир веб-сайтты катташ керек дейт. Министерство цифровизациядан журналистке карайбы, карабайбы, Лалафо, Дизель бардыктын катташ керек. Анан ошонун баарын биз түшүнүп атабыз. Өзүнө жакпаган бир поводтар менен, негиздер менен, себептер менен каттабай койгонго бүт бардык инструменттердин баарын жазып койгондо, мисалы үчүн веб-сайттын кайсы өрөөндөрүнө бул жайгашыш керек деген суроосу бар да. Экинчиден, мисалы үчүн аккредитация боюнча, мына билебиз, эркин журналист деген бар, внештатный журналист деген бар. Ошонун баарын аккредитациядан жалаң эле каттоодон өткөн кишилер аккредитация болуп, ошол мамлекеттик жогорку кеңешке болобу, шайлоого, ошого катышкан жалаң эле ошол мыйзамда, каттоодон өткөн эле аккредитация кылат деген. Ошондой 5-6 абдан бөгөттөгөн, абдан басмырлаган ошондой пункттарды киргизип, биз менен бир да вариантты сүйлөшпөй, бир жолду ошол жака киргизип коюп, эми баарыбыз мындай азыр постатейный кылабыз деген бул туура эмес. Биз ойлойбуз, бул жалаң эле администрация президентинин бир жөндөмдүү ошолордун эле долбоору катары эсептегенге укуктуубуз.